Всем добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна, компания Sakura Auto. Сегодня хочу подробнее рассказать, где и каким образом происходит подбор автомобилей на территории Южной Кореи, из чего складывается конечная стоимость автомобиля в России, а также показать вам видео с обзора ранее купленного нами Kia Morning, чтобы у вас было полное понимание при заказе автомобиля. Итак, начнем с того, что на территории Южной Кореи все автомобили выставлены на продажу у дилеров. Существует сайт ncar.com, это аналог нашего Дрома либо Авито, где, в принципе, мы с вами можем ознакомиться со всеми реальными автомобилями, которые выставлены на продажу, сделать для себя выборку интересующих вариантов и сделать предварительный расчет. Конечно же, прежде чем согласиться на покупку, мы организуем выездной осмотр, то есть специалист в Корее выезжает к дилеру, в режиме реального времени осматривает выбранный вами автомобиль, делает фото и видеоотчет, на основании которого мы уже с вами принимаем решение, нравится ли нам автомобиль, согласны ли мы его выкупить, либо мы осматриваем следующий. Итак, каким образом происходит данный осмотр, предлагаю ознакомиться вместе. Друзья, всем привет из Южной Кореи. На осмотре автомобиля Kia Morning комплектации Prestige, код номер 2251, год выпуска нашего автомобиля 2018 по шильду, пробег 53 047 километров. Что сказать по данному автомобилю? Как и было заявлено в техлисте, автомобиля у нас чистый, без каких-либо подкрасов. Собственно, по салону все чисто и аккуратно, без загрязнений и притертостей. Ну и, собственно, силовые технические параметры также в хорошем состоянии, все покажем в нашем обзоре. Приступим. Крышка капота без дефектов. Ветровое стекло в целостности, трещин, царапин не имеется. Возможно, присутствие каких-то микросколов, похожих на пыль вот такого типа, не критичных, жизненных. Головная оптика в целостности. Запотеваний, потемнений, трещин по ней не присутствует. Решетка радиатора, хромирование без притертостей. Лицевая часть нашего бампера также в прекрасном состоянии. По пластику дефектов не присутствует по низу. В целостности все, без каких-либо зацепов и порванностей. Данное крыло чистое, диск без притертостей, протектор остаточность процентов 50-40, зеркало в целостности, стойка состояние прекрасное, крыша без дефектов, также люк в целостности. Дверь водительская чистая, ровная, аккуратная, без побитости, края в целостности. Задняя пассажирская дверь аналогично в прекрасном состоянии, ручка также в целостности. По низу притертости не присутствует. Данное крыло чистое. Переходим сзади здесь нашего автомобиля. Габариты, также светоотражатели в целостности. Стекло нашего автомобиля без дефектов. Крышка багажника чистая. Задний бампер в целостности, без притертостей. По низу также все прекрасно. Заднее крыло нашего автомобиля. Канты ровные, лакокраска родная, по металлу дефектов не присутствует. Диск в отличном состоянии, протектор остаточность процентов 50-60. Данная дверь чистая, без дент и трещин, каких-либо царапин. Передняя пассажирская дверь аналогично в прекрасном состоянии, края дверей не побиты. По низу все в целостности, зеркало боковое в прекрасном состоянии, данное крыло чистое, без дефектов. Собственно, по данному диску есть вот наружная притертость в данной области, не критичная, сам диск без каких-либо трещин и понятностей. Протектор остаточность процентов 40-50. На этом все, далее перейдем к измерению толщины красного покрытия нашего автомобиля. Напомню, что норма до 150 микрон. Начнем с головной части. Как мы видим, без каких-либо завышений. Ну и, собственно, как и по всем элементам нашего кузова, все чисто. Пятна не присутствуют, цвета не отличаются. Шагрень также нигде не рябит. Собственно, пыли под лаком не присутствует. Кузов сохранился в прекрасном состоянии. Пользовались очень аккуратно данным автомобилем. Как мы видим, дефектов не имеется.
Собственно, по кузову без нареканий. Пространство, собственно, данные петли, болты чистые, не вскрученные. Также здесь все целое, проем двери не побит. Данный проем также аккуратно. Открытие багажника без каких-либо торможений, зависаний, замыканий. Собственно, здесь в целостности все болты по металлу, герметику крышки багажника. Также дефектов не имеется. Крылья чистые, ровные, аккуратные, заводские. Задняя панель также в прекрасном состоянии. Здесь ванка, элементы ремкомплекта, также ванка в целостности, без каких-либо дефектов, заводской герметик присутствует. Данный проем двери в целостности, петли и болты без дефектов, водительская дверь, шильды все на месте, также побитости от ремня не присутствует. Болты крепления. Насколько можно показать, вот покажу. Эту часть уже нет возможности, потому что мешает соседняя машина. Капот. Шильд на месте, по капоту дефектов не присутствует, болты также не вкручены. Все как от завода. Мы видим все в целостности. Оптика также не вкрученная. Болты в целостности. Ну и общее состояние чистое и аккуратное. Собственно, двигатель на холодную работает замечательно. Масляных потеков каких-либо по нему не присутствует. Работает отлично. Ремень также не шумит. Давайте немножко дадим оборотов и послушаем звук нашего двигателя. Как мы слышим, обороты набираются уверенно, без странных звуков, собственно, и прочих каких-либо дефектов. Проверка работы нашей коробки. Также камера заднего вида работает отлично. Переключение передач плавное. По рулевому колесу люфта не присутствует, стуков также не имеется. Проверка работы оптики. Расходники все в целостности. Под ничью. Масляных потеков не присутствует. Задние габариты работают замечательно. На этом все. Далее переходим к осмотру салона нашего автомобиля. По данной дверной карте все чисто и аккуратно, без притертости каких-либо. Кнопка электропривода работает замечательно. Кресло пассажирское как новое. Притертости нет, трещин, царапин, загрязнений по нему не присутствует. Ручки все работают отлично. Данная дверная карта аналогично по пластику, без каких-либо дефектов. Кнопка заблокирована. Как мы видим, работает все прекрасно. По спинкам чисто, без каких-либо повитостей и притертостей. Собственно, подстаканник также в целостности. Задние кресла опять же в прекрасном состоянии. По коже без каких-либо дефектов. По салону я поставил отлично. Собственно, крышка багажника по пластику. Каких-либо видимых серьезных притертостей не имеется, разве что вот такая вот точечная, небольшая. Собственно, по окрасу каких-либо царапин не присутствует. Ну, собственно, здесь также все отлично, полка наша. По внутренней части пластик. Опять же, притертостей никаких не имеется. Состояние отличное. Собственно, здесь под нишу имеются ванки нашей элементы ремкомплекта.
данная дверная карта. Также в целостности. Стеклоподъемники работают замечательно. Водительская дверная карта. Также в прекрасном состоянии, без притертостей. Полный электропакет. Доводчик водительского стекла есть. Электропривод. Стеклоподъемники работают замечательно. Пассажирских зеркал. Функция складывания и раскладывания бокового зеркала. Функционирует. Кресло водительское. Также в целостности. Каких-либо трещин, царапин, притертостей по нему не вижу. Если выглядит вот такая вот небольшое загрязнение, собственно, надо будет отмыть кожу. Ну и все в целом. Состояние прекрасное. Переходим к осмотру салона нашего автомобиля. Есть вот такая торпедка, проекция встроена по торпедке. Чистая и аккуратная, без каких-либо повреждений. Передняя панель в целом в прекрасном состоянии. По пластику дефектов каких-либо не вижу. Состояние отлично. Рулевое колесо немножко запылено. Надо будет его смазать специальным средством для кожи, для того, чтобы оно блестело. Ну и в целом каких-либо повреждений, притертостей критичных по нему не присутствует. Строчки все в целостности. Собственно, здесь круиз-контроль имеется, кнопочки управления бортовым компьютером. Тут у нас hands-free, кнопочка управлением нашим мультимедией. Есть, собственно, дефлекторы также все в целостности. Шайбочка управления углонаклоном наших фар. Система курсовой устойчивости также присутствует в данном автомобиле. Ну и, собственно, здесь у нас климат-контроль. Также есть, работает замечательно. Выключим, чтобы не шумело. Также подогрев задних стекол передних. 12 вольт разъем, USB, AUX. Все присутствует, прикуриватель, ключ. Такой вот новый комплект присутствует. Два подстаканника, селектор передач, двухступенчатые подогревы передних кресел. Также подогрев руля есть в нашем автомобиле. Собственно, здесь вот ничего не притерто по пластику. Ручник также в целостности. Штатная документация, бардачок, зеркало. Видеорегистратора не имеется. По козырьку все чисто и аккуратно. Плафоны работают прекрасно. Проверка работы люка. Хорошая комплектация автомобиля. Много чего есть. Собственно, люк работает также замечательно. По потолку светлая ткань. Стойки. Каких-либо прожженностей, прокуренностей не присутствует. А в целом довольно чисто и аккуратно. Как вы сами можете видеть, каких-либо критичных загрязнений не присутствует. Также приятно пахнет в автомобиле. Ну и, собственно, кнопочка старт-стоп. Проверили работу нашей MIDI. Давайте проверим работу тачскрин. Работает, видим, замечательно. Собственно, повреждений по ней также не присутствует. Включим радио. Как мы слышим, все прекрасно работает. Давайте подведем итог к нашему обзору. Что сказать в целом по данному автомобилю, собственно, по кузову без нареканий. Состояние прекрасное, салон также чистый и аккуратный. Ну и, собственно, силовые технические параметры в достаточно хорошем состоянии. На этом все. Спасибо и до свидания. По результатам осмотра нами было принято решение о том, что автомобиль нам нравится, он нас устраивает, мы бы хотели его выкупить и оплатить. Наши партнеры из Кореи выставили нам инвойс, это счет на оплату, куда входит непосредственно сама стоимость автомобиля, а также все расходы, связанные с оформлением и доставкой машины во Владивосток. На сегодняшний день эта сумма составляет $2800. По прибытию машины во Владивосток мы оплатили таможенную пошлину, утилизационный сбор, склад временного хранения, услуги декларанта, получение СПКТС и электронного ПТС, и уже через месяц и 1 неделю наш купленный автомобиль был полностью готов к отправке в Ижевск. Поэтому, друзья, если вас интересует покупка автомобилей из Южной Кореи, свои заявки на подбор и на расчет можете оставлять на нашем сайте. Все активные ссылочки оставлю под описанием. Также поддержите наш канал лайком и подпиской. Мы стараемся и работаем для вас. С вами была Татьяна, компания Sakura Auto. До новых встреч!